Доброе утро всем, кто встречает этот день вместе с нами. Я вам рада представить нашего сегодняшнего гостя. Итак, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия Батыр Тачиев. Доброе утро. Ассаламу алейкум, доброе утро. В общем, граждане повсеместно отмечают рост цен на продукты. Скажите, по итогам проверки это подтверждается как-то? Мы с 17 марта проводим эти проверки. А до этого мы эти проверки, в принципе, еженедельно проводили и с 2012 года начиная. Это нам еженедельно Министерство экономического развития Республики Ингушетия дает цены и как они меняются. В основном все эти цены меняются, исходя из сезонного фактора. У нас традиционно есть сезон, когда, допустим, тот же там картофель и так далее, яблоки, все фрукты, они сейчас подходят к концу, сейчас их мало, там новые приплод еще не созрел, поэтому это традиционно так, и молоко, и так далее, и яйца у нас бывает, что повышение. Но это несущественно, незначительное повышение цены в любом случае должно быть, без спекулятивных каких-то настроений. А так буквально там вместе с вашими коллегами, вместе с коллегами из Министерства экономического развития, наши сотрудники ездили, ходили, переписывали цены, смотрели. По результатам этого мониторинга завышение существенных, я повторюсь, конечно, разница в рубль-два может быть, но существенных завышений цен их не было, не наблюдалось. А настроения, которые вы сказали, спекулятивных, они были в народе, да, многие писали в социальных сетях, что действительно были завышены цены, но почему, когда проводится мониторинг, да, цен на товары, они то ли говорят старую цену, то ли боятся, да, что будут выявлены какие-то нарушения. Как быть в таких случаях? То есть граждане должны обращаться, да, непосредственно писать на предпринимателя? Я хотел сказать, что мы ограничены, наша служба ограничена в своих ресурсах. У нас всего 11 человек, поэтому в каждый магазин зайти, под каждый прилавок заглянуть мы не сможем. Физически не сможем. Поэтому, если наши граждане видят эти повышения цен, тарифов, очень хорошо было бы, если бы нам оказали бы помощь, хорошо бы сфотографировать это все, либо видеозапись, либо аудиозапись сделать и направить нам это все. И тогда мы среагируем. Либо хотя бы, уже если это не хотят делать, хотя бы написать нам об этом на электронную почту, в страницах соцсетей, это Facebook, Instagram, наше управление там представлено, ингушскую УФАС забить, это все высветится. Хотя бы там написать, какой магазин, какое муниципальное образование. Тогда мы запросим у них накладные, за сколько они купили, за сколько продают. А неделю назад, за сколько они там процент надбавки был, а месяц назад. Если сейчас это колебание значительно выше, то, естественно, будут приняты меры антимонопольного реагирования. А это очень существенные и очень серьезные меры. Тут на юридическое лицо штраф от 100 тысяч рублей и выше. То есть предприниматель не может даже заработать столько, сколько он заплатит потом штрафа. Поэтому, если это не будет еще картельным сговором. Да, то есть розничные цены вы тоже регулируете, как я поняла? Нет, необходимо еще отметить, что розничные цены на продукты питания никто не регулирует, и законодательством это не регулируется. В Российской Федерации у нас экономика рыночная, и все это регулирует именно рынок сам. Есть регулируемые тарифы и нерегулируемые. Но все, что регулируется, если какое-то повышение либо снижение происходит, тут же мы подключаемся. Тут вообще вопроса как бы нет. А все продукты питания и так далее, это нерегулируемо. Здесь почему, да, даже спросить, допустим, у вас там магазин, вы там завысили цены на все продукты питания, вы их продаете с наценкой там на 100%. Идеальный шанс, рядом с вами еще кто-то откроет магазин и будет продавать с наценкой в 70%. Рядом еще кто-то откроется, потому что это очень высокодоходный рынок получается. И рядом обязательно, если есть спрос, будет предложение. И в качестве предложения рядом еще будут открываться магазины. И в любом случае вы не сможете уже наценку 100 рублей держать, там 100% держать. Вы будете снижаться и бороться уже за своего потребителя. И именно эта борьба и будет рождать самый лучший продукт. А действительно, как у нас тогда обстоят дела с конкуренцией в нашем регионе? С конкуренцией, смотря на каком рынке. В основном хотелось бы, конечно, чтобы конкуренция была значительно выше во всех секторах. И чем выше конкуренция, тем лучше для нас с вами, для потребителя. Необходимо еще отметить, что есть субъективные факторы повышения цен, и есть объективные факторы. Объективным фактором является, допустим, возьмем, допустим, масло. Вы это масло закупаете там в соседней республике.
Если вы продаете это масло с наценкой, допустим, там вам подняли цену на 100 рублей, вы, естественно, на эти 100 рублей накинули, продаете в республике у нас. Если органы власти вам будут запрещать за такую цену продавать здесь, вы просто перестанете это масло покупать. И вообще масло ни за какие деньги у нас на рынке уже не будет. Экономика – это такой живой организм, его очень сложно, его очень аккуратно к нему надо подходить. Нельзя здесь просто, руководствуясь настроениями, которые возникли сейчас в обществе или еще где-либо, рубить все под корню. Это может вот столько дров нарубить потом. Это очень неправильно. Поэтому здесь, если вы уже закупили в соседнем субъекте с большой наценкой, необходимо разбираться уже там, почему там повысили. Вот. У нас, у Федеральной антимонопольной службы, имеются инструменты абсолютно все для этого. Мы просто возьмем это дело, направим коллегам и попросим коллег соседних субъектов: разберитесь, почему ваш производитель повысил цену. Это, опять же, объективная причина была, либо субъективная. Поэтому, если объективно, нельзя с этим бороться. Тут можно просто сломать все. Но если это субъективно, если человек просто воспользовался тем, что товара нет сегодня на прилавках и так далее, либо у него там в закромах это было все это скоплено, то здесь уже включатся очень жесткие меры антимонопольного реагирования. С таким будем вести, естественно, очень серьезную борьбу. Ну а прямо сейчас я предлагаю прерваться на сюжет, а потом мы продолжим. Не переключайтесь. Николас Спаркс – один из самых популярных авторов в мире. Его произведения простые и трогательные, романтичны и искренние. И вот уже 20 лет покоряет сердца читателей. В студенческие годы Спаркс написал два первых произведения, которые не были изданы – «Расставание» и «Королевские убийства». После завершения обучения Николас несколько лет работал продавцом ортопедических товаров, официантом, торговым агентом, оценщиком недвижимости. В 1990 году Спарксу предложили написать научно-популярную книгу, посвященную психологии. Работа называлась «Вукини. Путешествие к счастью и самопознанию племени Лакота». Уже в первый год реализации книга стала бестселлером. Она была издана дважды. Через 2 года Николас устроился фармацевтом в крупную медицинскую компанию и поменял место жительства на город Гринвилл в штате Южная Каролина. Там же Спаркс пристрастился к литературному творчеству, в свободные часы создавая свой первый роман «Дневник памяти». Именно о нем мы сегодня и поговорим. «Чтоб вы жили долго и счастливо и умерли в один день». Для всех эта фраза известна еще с детских лет, которая встречается во многих сказках, некий хэппи-энд счастливой истории любви. С первого взгляда и до последнего вздоха. А бывает ли так? Если сомневаетесь, посмотрите на своих бабушек и дедушек, которым уже далеко за 70, а они все так же нежно и с трепетом смотрят друг на друга. И после этого некоторые смеют заявлять, что любви нет. Жизнь сложная штука, и каждому предначертана своя судьба. Но за счастье нужно бороться, как боролся главный герой, за недосягаемую городскую красотку из богатой семьи. Что он ей может дать? Какое будущее их ждет? Сложно, но с верой в любовь. Прекрасная книга о любви и мечтах. Николас Спаркс – король романтизма. Эта книга, как и многие другие его произведения, была экранизирована и возвелась в ранг самых романтичных и сильных фильмов о любви. Книга о двух влюбленных, которых разделяют родители и война. Но если ты по-настоящему влюблен и умеешь мечтать, то не существует никаких преград, как показал в книге «Дневник памяти» Николас Спаркс на примере главных героев, которые прошли сложный и долгий путь к обретению счастья. И в глубокой старости и тяжелом недуге продолжали влюбляться друг в друга все больше и больше. А мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что это утро вместе с нами встречает руководитель антимонопольной федеральной службы по Республике Ингушетия Батыр Тачиев. Во время наблюдения вот этих вот вспышек, настроения в обществе, скажите, вот были какие-то обращения, жалобы в антимонопольную федеральную службу?
Ни одной жалобы Федеральной антимонопольной службы на повышение цен на продукты питания, официальной, повторю, жалобы не поступало. Были комментарии на странице в соцсетях, почему в магазине повысилась цена. Просто можете посмотреть там. Мы спрашиваем, а в каком магазине? Даже не отвечает, в каком магазине. В каком муниципальном образовании? У нас там больше 80 муниципальных образований в республике, а магазинов-то сколько? Опять же, нет информации. Интересно, почему это вот так вот происходит? То ли наши люди не доверяют, то ли боятся чего-то. Вот как вы думаете, почему? Ну, зачастую, когда спрашиваешь, скажи, где, говорят, а мне эти проблемы нужны. То есть боятся... Не хотят проблем, да, с этим же хозяином магазина, чтобы он потом к нему домой, допустим, пришел, сказал, почему-то там, у нас это называется, настучал, да, некрасивое слово. Но это нет, это защита своих интересов. Если ты продавец магазина, да, я владелец магазина, сегодня ущемляешь мои интересы, забираешь у меня больше денег за продукты питания, чем ты должен забирать, почему я не могу сказать, почему ты это делаешь? Ведь это и есть сказать, почему ты это делаешь, если он, да, не вразумил, то, естественно, нужно уже обращаться в контрольный орган и спросить, почему этот человек нарушает мои права, вот и все. Это не донос, ничего такого здесь нет. Просто защищайте свои интересы. Действительно, у нас есть вот это вот ущемление своих прав, защите, опять-таки, своих прав, и с этим нужно как-то бороться. Казалось бы, столько бесед уже проводят, казалось бы, все знают о своих правах и обязанностях, но все же обидно наблюдать такое настроение в обществе. Ну, наверное, вы согласитесь с тем, что интернет-пространство – это такая возможность, да, пропиариться или внести какое-то заблуждение. К сожалению, может быть такое, что отдельные личности, и чиновники, и некие аналитики, и хозяйствующие субъекты могут давать какие-то прогнозы на будущее. Через неделю повысится. Допустим, если ты производитель чего-то, ты можешь придержать товар и сказать, через неделю будет хаос, все повысится, я прогнозирую, что рост будет там 100, 200, 300%. Он подождет это время, пока этот накал будет, начнется там хаос, может начаться, да, люди начнут скупать, и через неделю у него по завышенной цене это все купят. Это недобросовестное поведение. И всякого рода высказывания, в том числе, кто бы то ни был, сотрудник, чиновник любого уровня, федерального, республиканского, муниципального, не имеет права такие прогнозы строить. Не имеет права такие прогнозы строить и хозсубъекты, и аналитики, и разные другие субъекты. Если такое будет у нас в публичном пространстве, то мы будем давать им предостережение о недопустимости таких действий. Поэтому такое, когда человек бывает, пытается пропиариться, да, в этот момент, он говорит об этом, но он думает только о личном пиаре. Но ведь его высказывание может привести именно, стать таким спусковым крючком к такому паническим настроениям. И так у нас общество бывает накалено, да, периодически. Этого недопустимо, этого нельзя делать. То есть, думая о себе, нельзя нагнетать панику в обществе. Была бы иная картина, наверное, если бы это доходило бы до судебных разбирательств. У нас не было такого? Ну, насколько я знаю, мы такую аналитику не ведем, но, насколько я знаю, такого еще не было. Но предостережение последнему выдали в прошлом году чиновникам. Мы их периодически выдаем, чтобы не было каких-либо там выступлений, из-за которых может быть спекулятивный рост где-либо. Вот. Но сегодня, да, опять же, касаясь тех же продуктов питания, сегодня для того, чтобы, допустим, те же полки у нас оказались пустыми, абсолютно нет никаких предпосылок. Я понял бы, если бы у нас объявили бы карантин. Карантин, да, это ограничение прав и свобод граждан на время, пока не пройдет эпидемия. Но сегодня этого нет. И мы смотрим ролики, нам опять же, да, те же блогеры, те же инстаграмщики, они закидывают ролики, как в Европе стоят большие очереди в супермаркетах и так далее. Но это время объявления карантина, это необычная жизнь. В обычной жизни этого не должно быть. У нас ведь никакие предприятия, которые производят продукты питания и так далее, блага какие-то, они не закрылись, они не ограничены в своей работе. Поэтому все это предложение, оно с рынка не исчезло, оно будет. Просто мы за один день, если вышли всем народом, забрали с полок до обеда все продукты, после обеда кто пришел, естественно, увидит пустую полку, и у него тоже начнутся панические настроения. Но это не означает, что продуктов нет, это означает, что логистика просто опаздывает, и не ожидали такого резкого спроса. Да, и эта логистика, скоро продукты питания также лягут на полки. Это продемонстрировали вот буквально последние дни. Первые дни у нас в Карбулаке и так далее, в городах какие-то, к сожалению, да, такие настроения наблюдались, но ведь полки наполнились на следующий день. Сегодня они практически полные, и они стоят, и никуда эти продукты не делись.
Но чем больше мы будем поддаваться панике, тем выше будет эта цена. Это тоже необходимо понимать. Недобросовестные продавцы всегда будут, и эти продавцы, они будут использовать именно этот момент. Поэтому чем спокойнее будем к этому относиться, тем лучше. У нас карантин не объявлен, у нас ни одного случая еще нет официально, да, что главный санитарный врач республики подтвердил бы. В республике ничего такого еще нет, поэтому, да и в стране у нас ни в одном городе еще карантин не введен. На коллегии Генеральной прокуратуры 17 марта президент Российской Федерации дал поручение Генеральной прокуратуре совместно с ФАСом проводить проверки и разбираться объективного повышения цен, именно объективного повышения цен на продукты питания. Поэтому мы уже приступили с прокуратурой Республики Ингушетия к таким проверкам. Если эти нарушения будут скрыты, то тут будет не только меры уже антимонопольного реагирования, но и прокурорского реагирования со всеми последствиями, которые могут быть. Поэтому спекулятивные, да, какие-то повышения цен мы в республике не позволим. Вот. А если это объективно, то и запрещать, соответственно, нельзя. Если объективное повышение цен идет, то власть должна уже задуматься, почему это произошло. Если этот продавец, производитель, опять же, объективно повысил эту цену, да, у него какие-то, ну, допустим, даже у него там продукция с-за рубежа заводится и так далее, то тогда нужно помочь этому производителю. Это снизить арендную плату, там, допустим, ну, там, налоговое бремя снизить и так далее. Это как бы не вопрос антимонопольного реагирования, это же органу власти, но в любом случае мы ему должны помочь, чтобы он не повысил уже цены на свою продукцию на рынке для нас, обычных потребителей. Вот когда сейчас люди успокоятся, да, отойдут от этого, скажите, вы будете еще проводить, может быть, неплановые проверки уже по завозу, да, новых продуктов? Вот как уже будет обстоять дело с этим? Да, я уже, как сказал, мы с 2012 года проводим эти проверки, и пока поручения центрального аппарата ФАС России прекратить их не было. Тем более у нас в центральном аппарате создан штаб, который все эти вопросы рассматривает. На те же маски уже 4 дела возбуждено по картельному сговору у нас в стране. Поэтому за этим всем следят и смотрят очень строго, и спуска не будет в этом вопросе, если недобросовестное поведение, кто-то решил заработать на этом. Ну что ж, спасибо. Я надеюсь, наши жители как-то успокоятся, да, и наша беседа приведет их к этому. Спасибо вам за вашу работу и хорошего дня. А я напомню, что это утро вместе с нами встречал руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия Батыр Тачиев. А мы продолжаем наш эфир. Оставайтесь с нами.